Буду рада в эфире сегодня быть с тобой. Друзья, сразу, пожалуйста, делитесь этим видео. Вот прям сразу, ничего не дожидайтесь, потому что разговор будет интересный. Да и событий, несмотря на то, что суббота, достаточно много для обсуждения. Делитесь, ставьте лайки, помогайте Сбройным силам Украины и каналу УМН. Ну что, как думаешь, задать мне традиционный вопрос, что там в Одессе, или начнем с новостей? Марк, на секундочку выберу. Давай с новостей, да. Давай с новостей. Ну, тем более сегодня новин у нас нету. Все то, что стало традиционным, к несчастью. Сегодня сильные выбухи в Одессе. У нас 23-я папка. Фотографии и есть видео. В Одессе, прости, в Николаеве. В Николаеве. Я уже думаю, я что-то не слышал. Да. Извини. Думаю, смотрю на тебя и сразу Одесса. В Николаеве. Я, насколько понимаю, жертв нет, к счастью. И сегодня очень сильный ранковый выбух был в Харькове. У нас есть видео 25-е. Информации по жертвам я пока, к сожалению, не нашла. Не в том плане, к сожалению, есть. Я так понимаю, что они есть, потому что я видела в видео, как достают людей из-под завалов, но я просто не нашла информацию, насколько жертвы все ли живы. Во всяком случае. Я не знаю, может быть, ты видел, но пока ничего не сообщалось. По крайней мере, в телеграм-канале. Не смотрел. Да. Я не в курсе, если честно. Следующая новость. У нас, знаешь, такое ощущение, как раз хотела с тобой поговорить, о приближении такой достаточно горячей, я не знаю, решающей, не решающей фазы полномасштабного вторжения. Сейчас на территории Беларуси двигаются, по данным, я не знаю, белорусских каналов, но во всяком случае это озвучивается и Сбройными силами, передвигаются КАМАЗы в сторону Украины. Сейчас скажу, какой это у нас фотография. Россиянцы приходят, 27-я. Россиянцы приезжают в Беларусь, начали приезжать в Беларусь на пассажирских поездах обычных, Москва-Минск. Занимаются аэропорты, близкие к Украине, в Гомельской области. Помимо того, что занимаются аэропорты, пока еще на уровне не совсем уточненной информации по количеству стягиваются российские войска, стягиваются летчики, это приезжают летчики, и сейчас якобы в сторону, якобы, в большей степени да. Я всегда делаю якобы, пока это не прозвучало там от главнокомандующего, да, но во всяком случае все наши доверяющие источники информации говорят об этом, украинские. Двигается в сторону с Украиной 10 КАМАЗов россиянцев. Это, знаешь, я бы на это сильно не обратила внимания, по сути, потому что мы знаем функцию Луки сейчас, делать вечный напряг на границе, если бы это были белорусы. Но учитывая, что съезжается большое количество россиян, плюс у нас сегодня сообщение от британской разведки, 24-е, о том, что Россия перекидывает резервы, все свои резервы до кордона с Украиной, причем даже те резервы, которые были давно заморожены. Вот так. В то же время мы помним, ты, наверное, видел вчера, что Венедиктова призвала срочно эвакуироваться жителей оккупированных территорий. Речь идет о контрнаступлении нашем. Ну и, соответственно, мы видим, что... Я задаю тебе вопрос. Хотя, в принципе, об этом говорят. С одной стороны, и с другой стороны, о наступлении таком решающем. Никуда россиянцы, безусловно, не собираются отходить и уходить. Со стороны России. То есть это будет большая битва со всех сторон.
Ну, мы тут можем рассуждать просто как обычные люди, которые находятся в информополе, и поэтому сложно как бы быть военными экспертами. Я могу только сказать то, что говорят наши военные эксперты, которые ну и то, что, например, я знаю, как наши бригады медленно прогрызаются к подступам к Херсону. Да, у нас там есть потери, скажем так, но наши воины, наши ребята активно двигаются, скажем так, такими, ну, тактическими группами, и Херсон уже у нас очень рядом. Вопрос, насколько я, понимаешь, думаю, что тут по-любому сегодня будет оперативная какая-то пауза, потому что у русских-то все силы сосредоточены сегодня на Востоке. Там измотанные силы, которые, ну, у которых стоит задача дальше врезаться в наш следующий рубеж, там, Славянск. Это у них как бы стратегическая цель, схватить Славянск. Поэтому они пытаются, думаю, что все маневры белорусские, это все равно попытка отвлечь силы. Как хороший какой-то эксперт, уже не помню, сказал, что вряд ли белорусы будут заходить каким-либо первым эшелоном, они могут идти только во втором эшелоне вместе с русской армией. Вот. Первым эшелоном нет. Вопрос, насколько должна быть русская армия вторжения готова для того, чтобы вторгнуться опять со стороны Беларуси, но это должно быть, ну, опять же, эксперты говорят, 10-15 тысяч хотя бы человек, чтобы потом прицепить 10-15 тысяч белорусов. Я думаю, что наша разведка, американская, английская разведка, все это отслеживает. И, ну, и вот так. Ну, они вторгнутся, мы будем готовы. Это же не первые дни. Мы готовимся целенаправленно, усиленно. Вот сейчас хорошая новость. 10 тысяч наших воинов в Британии обучаются. И фактически, я думаю, что там курс обучения, ну, думаю, будет очень усиленный и достаточно быстрый. Думаю, что примерно, наверное, недели 3 месяца. Вряд ли больше, где-то такой период. И мы получаем уже армию вообще натовского образца. Я понимаю, что они будут и обучать. Царев бьет в колокола, что осень будет жаркой. Вот только сейчас его пост прочитал. Поэтому думаю, что все вещи, решающие какие-то битвы, скорее всего, будут ближе к осени, мне так кажется. Ну что, Буданов говорил, серпень. Ну так, Вот. процесс, наверное, начнется в августе и дальше. Ну да, Ну, сейчас... будем смотреть. Смотри, со стороны Беларуси, помнишь, у меня был тогда скепсис. Ну, как скепсис? Я говорила, что он будет держаться до последнего. А сейчас я больше склоняюсь в сторону, что Беларусь все равно зайдет. В итоге зайдет. Да, вторым Зайдет? эшелоном, как ты говоришь, да. Вторым, третьим. А по его речам 2-3 числа я поняла, что его все. Сломали, да? Во-первых, подписание документов союзного государства, то, от чего там он отнекивался 27 лет, окончательно. Да, во-вторых, он в своей, так скажем, назовем это речью 3 числа, стоя там возле кургана Славы, есть такое место в Беларуси, там типа памяти, ну ладно, это не важно, это такой экскурс в мой город, да. Он, во-первых, говорил о том, что я сразу говорил о своем участии в спецоперации. Мы только с Россией до самого конца. У нас единая армия. То есть у него появилась риторика, которую даже он себе не позволял. Вот даже вот эта сволочь себе еще не позволяла, да, в какой-то момент. И я же смотрю то, что происходит в сетях, вернее, на каналах белорусских, как-то там умудряюсь заходить, мне присылают. Ты знаешь, что уже называется это не российская армия. В прессе, которая идет, это уже союзная армия. То есть меняются формулировки. То есть такая
попытка приучить электорат к тому, что вот это все естественный процесс, который естественным процессом и закончится. Мы не бросим, как он говорит, там братскую Россию, мы единая семья и все остальное. Поэтому я уж молчу, что происходит сейчас по поводу погибших ребят. Некоторых из них я знала среди батальона Калиновского, батальон Волод, полк Калиновского. Не знаю, знаешь ли эту историю. Вообще героическая история погибла, наверное, Ну, сейчас уже расскажи. 4. Батальон Волод. Вот мой Ваня там воюет, монтажер и соведущий моего канала когда-то. Ну, когда-то до периода большого вторжения. Вот. Его командир Иван Брест, Лисичанский, они фактически пехотой оказались, оттягивали на себя огонь русских танков до прихода нашей артиллерии. И получили все ранения, несовместимые с жизнью, как все. Просто их тела оказались у россиянцев. То есть было уже понятно, они появились на российских пабликах, убитые. Но тел пока нет. Поэтому официально они числятся пропавшими без вести. Но даже их соратники видели уже, что они мертвы. Это Ваня Брест, позывной Брест. И еще 3 человека, ну, 3 человека сейчас как бы устанавливаются конкретно. Ребята действовали геройски просто. То, что происходит по отношению к ним в Беларуси, не только к ним. Ты ж пойми, иностранный легион, который приезжает там какой-то другой, он может уехать потом на отдых к себе домой. Или остаться героем там. Эти никуда не могут уехать. То есть все. То есть они пошли в этом смысле, эти ребята пошли ва-банк. Однозначно. И то, что происходит сейчас, я посмотрела. Короче, печатаются их имена. Печатаются имена других в официальной прессе. И печатаются их родители и родственники. И родственники с адресами. А вот это самое страшное, что может быть с этими людьми для них сейчас. Я уж молчу все формулировки про волчий билет в ВСУ, да, про предательство Родины и все остальное. Просто все это усилилось, Марк. Усилилось до состояния такого же, как в Оркостане. А что белорусский народ безмолвствует, да? Ну, как бы... А что, ну, видишь? Ты видишь? Белорусы как себя, ну, самоощущают перед вот этой надвигающейся, так сказать, бедой вторжения? Я с сентября 2020 года здесь. Я не знаю, как они себя ощущают. Знаешь, Не, ну ты не же на важно, этих кто... пабликах Да, смотришь не же. важно, кто как себя ощущает, если действий нет и ракеты летят. Для меня это так. Да, я не могу сказать, что они ощущают себя как русские. Да, практически больше 90% против войны. Но сегодня же этого недостаточно. Понимаешь? Да, больше 90% не хотят, чтобы войска шли. Но каких-нибудь несколько тысяч упырей все равно найдут. Их найдут всегда. Понимаешь? Ну, часть ваты все равно есть. Даже если она не хочет и боится идти, ну, пойдут. Но поставят заградотряды и все остальное. Но они же тренируются как-то. Они же там не ушли из этого, из системы. Они же уже на границе. Они же там что-то выполняют. Поэтому белорусский народ в целом не хочет. Белорусский народ очень многие испытывают стыд. Очень многие. Реальный стыд. И все это кипит. Но это не становится шагом. Это не становится, возможно, триггером к возможному действию. Хотя я тебе по правде скажу, и действие сделать сегодня очень тяжело. Да, конечно, Ну, я потому понимаю. что, да, потому что, ну, во-первых, люди сидят, во-вторых, сажают за все абсолютно. Просто пикни, просто визгни, просто собери какую-то массу, ее и собрать уже невозможно. Потому что, ну, на подходе, когда к тебе там в соцсети заходят домой и собирают. Но это итог. Это итог нерешительности 2020 года. 100%. Понимаешь? Вот чем Это весь итог и... Да, вот такая нерешительность и должна... Если у нас, у той части, которая так говорила, это не я, не Майдан, ну тогда и ждите, что будет. Понимаешь? А будет так, а по-другому не может. Он сегодня в Шри-Ланке, смотри. Видел, Да. по-моему, сегодня или вчера, по-моему, кто там Захватили дворец, премьер-министр, там поправь меня, какая у него должность руководителя? президент, по-моему. Президент, да? Да.
обратился к Путину там за помощью, да, по-моему, за этим. На следующий день вышли без всяких шариков, обрати внимание, без цветочек, без скамеечек, без разговоров, что надо по закону. Раз и вперед. Ну, сравнение, может, не совсем корректное с точки зрения смыслов. С точки зрения смыслов, да. Но с точки зрения желания перемен, так оно и происходит. По-другому не происходит. Все остальное грантовая история, все остальное просто политика. Ни к чему не ведущая. Вот, поэтому, ну что, стыдно? Ты понимаешь, сейчас же, по большому счету, это такое состояние на пике историческом страшнейшем. Если Да. с Россией, да, цивилизационный разрыв, он был уже давно, и он определенный, и понятен, то цивилизационный разрыв, который может наступить между украинцами и белорусами, это страшно. Ну, для меня это Ну, ты страшно. понимаешь, тут с одной стороны так, с другой стороны мы понимаем, что люди фактически, ну, вот так у них сложилось, и мы болели за них в 2020 году. А то, что сложилось, что фактически Беларусь оккупирована Россией де-факто и уже де-юра союзное государство, мы это тоже понимаем. Ну, этот прекрасный полк Оккупация, так, но белорусский. оккупация в том числе предполагает и противостояние, ты же это понимаешь. Ну да, у вас сложно было, Во всяком вожаков случае, повыбивали. хотя бы на начальном ее этапе. Видишь, все пропало в 2020 году, называется. А потом зачищали Да. 2 года, и беда. Это Ну как у так я нас тебе сейчас... говорю, это в итоге результат вот той нерешительности, опять же, работы тех же прокремлевских сил, о которых мы с тобой говорили, по слитию масс, да, а после этого не всегда приходит депрессия, а после этого всегда в историческом плане приходит закручивание гаек, после этого приходит концлагерь, и отлично россиянцы посмотрели, как это будет, а можно ли делать, а оказывается, можно, потому что не будет сильного уже противостояния. Ну вот тебе и случилось то, что случилось. Но это по этому вопросу. Так-то так. 20... Отобьемся Да. мы. Отобьемся, и у нас Мы будет легитимное да. право помочь потом белорусскому народу. Если Дмитро, Беларусь на нас нападет, то мы потом, так сказать, сделаем обратку, я так думаю. У нас все восхищаются. Ты знаешь, я очень много встречаюсь с нашими ребятами, которые сюда приходят там за помощью, просто приходят как к нам сюда в штаб, делятся, там, чай, кофе. Все восхищаются, как белорусы сражаются. Да, вот. Сражаются так. Я все время, помню тебя, все время спрашиваю, как белорусы. Они говорят, все, кто сталкивался, говорят, отчаянные ребята, абсолютно. Это очень, очень нас примиряет с какими-то другими вещами. Да, я знаю, что военные так думают, я тоже коммуницирую. Это так. Мы стараемся им помогать по мере возможности. Я почему и прорекламировала батальон «Вывод». Это как раз... этот батальон как раз и есть боевая часть батальона Калиновского. То есть, скажем, боевые части все, но это те, которые находятся на востоке сегодня. Да, и ну, вот, отважные ребята. Ну что, вот о чем я тебя еще хотела, вернее, проинформировать, хотя все вчера это видели. 29-я фотография, я зачитаю. По поводу Химарса. Как, кстати, правильно, поправь меня, это произносится? Он все-таки Химарс произносится? Мне кажется, да. Ну, надо вроде как Химарс, да. Так что? Ну вот, я думаю, что эту фотографию уже все видели. Мне очень понравилось, как это прокомментировано. Мы всерьез еще ничего не начинали. Химарс. Помнишь, да. Это вчерашнее выражение Путлера, а потом его собачки Пескова по поводу того, что они еще ничего не начинали. Не начинальщики такие, знаешь, с пайками 2015 года. Там с сказками, не знаю, видел ты или нет, я вчера показывала сюжет. Знаешь, такие
каски, некоторые из них времен Второй мировой войны, то есть с красной звездой сталинской, ну вот даже такие. Вот, понимаешь, кто на что гораст, вот называется, собрали по гаражам из серии. Вот, это каски, которые были оставлены на месте. Так вот, я по поводу новости. Все-таки фотография, сейчас я ее зачитаю. Химарс удивительная машина, бьет всего на 80 километров. Ну, у Кремля подгорает аж на 700. В пятницу президент Джо Байден утвердил решение о новой военной помощи Украине на 400 миллионов. Новый пакет помощи включает 4 установки РСЗО «Химарс» М142 в дополнение к 8 установкам, которые были переданы Украине ранее. Дополнительные ракеты для установок «Химарс». Так, секунду, прости. Дополнительная, стоимость одной ракеты 200 тысяч. Но она того стоит, потому что с помощью спутникового GPS наведения со 100% гарантией поражает цель. 1000 высокоточных корректируемых снарядов калибра 155 мм. Стоимость одного снаряда, по данным 2016 года, составляет 68 тысяч долларов. Ну и так далее, достаточно большой перечень. В США знают, как именно используется передаваемое ими оружие. Подготовка экипажей для «Химарс» продолжается и будет продолжаться дальше, в том числе с учетом того, что на каждой установке должны быть сменные экипажи. Высокопоставленный представитель Пентагона опроверг российскую дезинформацию о том, что Россия смогла уничтожить переданные Украине системе «Химарс». Он заявил, что все 8 ранее переданных Украине РСЗО в целости и сохранности используются ЗСУ для успешного поражения логистических и командных центров противника. Я, собственно, тебе это зачитала? Ну, во-первых, это новость, чтобы слышали наши зрители, кто еще не успел пройти по сетям, что-то посмотреть. Во-вторых, сегодня наткнулась на несколько публикаций в украинских телеграм-каналах, знаешь, с таким опять осуждением медленности. Вот Польша, дескать, использовала там выполнила на 100% свои обещания, там она обещала на 1,8 миллиарда, все уже поставила. А Штаты там обещали, а от того выполнили там, по-моему, 38-40%. Что-то в этом роде. Мне кажется, я не военачальник, опять же, не военный эксперт, но мне кажется, с логической точки зрения, это не совсем уместно, во-первых. Не начал еще работать, насколько я понимаю, ленд-лиз как таковой. Во-вторых, есть простая логистика для США, которая очень сложна. Очень сложна. Мы читали, знаем по сбору оружия, прохождение всяких институций по финансированию того, что собирается, по сбору в разных частях света. Ну и Польша, большое ей спасибо, находится совсем рядом. С логистикой гораздо проще. Ну вот, и тут же разное оружие, извини меня. Польша нам передает оружие, условно говоря, советского производства или вот расконсервированное, которому обучаться нашим не нужно. А тут идет правильная система обучения, которая требует огромного времени. И это все понятно. И вот эти 8 установок плюс 4, это 12, они реально сейчас меняют всю стратегический ход текущей кампании, потому что сегодня при снаряды 80 километров летят и уничтожают склады. Я так понимаю, что сейчас идет работа о том, чтобы нам передать снаряды, которые будут лететь на 300. Ну и мы полностью закроем всю нашу территорию с командными пунктами и со складами. И у них склады будут только находиться в Ростове где-нибудь. Или там в Крыму. Это совершенно будет другая логистика и другая война. Поэтому все идет достаточно хорошо. Просто тяжело. Я вот смотрю, как мир не был готов к такой длительной войне и настоящей войне, потому что настоящих войн 80 лет уже не было. Не берем Вьетнам, скажем так, где шли, условно говоря, подобные, может быть, войны. Тоже уже сколько лет прошло с Вьетнама. А в Европе точно ничего не было, да? Вообще что-либо подобного. Но сегодня другое, то, что мне понравилось.
Ну и Я, Вьетнам, ну, смотри, он же все-таки не на территории был, да, США и, да, скажем так, да. конечно. Мне Мгм. понравилась другая тема. Ну, как другая тема, вот хотел поделиться. К нам много приезжает иностранных журналистов, берут интервью, мы с ними сидим, беседуем тоже. Очень известные журналисты, там, Пулитцеровская премия. Вот у нас это была такая журналистка в гостях у моего друга. И Базова, а что она говорит? А, Она изучала, она своего Пулитцера получила за книгу о Голодоморе, за исследование Голодомора. Мгм. Вот, и она разошлась на Западе миллионными тиражами. А сегодня она корреспондентка, по-моему, Нью-Йорк Таймс, ну, какое-то топовое издание. И она сегодня в Украине. И вопрос о том, почему она в Украине, она говорит, потому что сегодня творится история. Раз. Во-вторых, скажем, то, о чем я раньше специализировалась, как журналист, расследователь, исследователь, писатель, это, скажем, история там, Голодомора и все, что было вокруг этого, это перестало быть актуальным э, после украинских событий 24 февраля. И базово хотелось, вот был задан такой вопрос, какое вот внутреннее ощущение элит, ну, вокруг которых она общается там, на Западе. И они четко говорят, что сегодня вот элиты в контексте вот мыслителей, которые создают тренды для политиков, вот люди творчества, профессура там, они говорят следующее, что мы сегодня находимся в Третьей мировой войне, она уже идет. Ну, смотря как эти войны считать, ну, будем считать, что Третья мировая. И она идет между странами демократии, то есть демократическим, так сказать, путем развития мира, и тираническим. Вот есть тирания, да, деспотия, и есть страны демократии со всеми своими проблемами. И вот эта тирания пытается сегодня показать, что она более эффективная, как государственная и военная машина, пытаясь разрушить демократический порядок и установить свои правила. И вот это четкое понимание, оно на Западе сегодня ну, стало таким доминирующей уверенностью, да, доминирующим трендом, и вокруг этого тренда теперь будут накручиваться и накручиваются уже экономические вещи, военные вещи, Мгм. политические. Поэтому мы об этом говорили, я об этом говорил ну, с 24 числа. И до этого мы говорили, но тут, слава богу, что это дошло теперь до всего Запада. Да? Вот при всех своих нюансах, да, Запад понимает, что идет война, и победят тоталитарные страны и воспрянут, да, там Россия, Китай за ней стоит, подтянется, там еще ряд кого-то. Или все-таки победит демократия? Но мы уверены, что демократия победит. И мы за это бьемся. То есть мы вот на острие вот этого вот, как в «Играх престолов», да, помнишь, вот это вот на стене Мгм. стоим и отбиваемся от вот этой вот орды, которая от мертвых, да, которые идут. И помнишь, как в этом фильме все кланы и все, так сказать, королевства выступили совместно, потому что сказали нам, мы потом будем разбираться, кто кому больше Ланнистер. Но сегодня, если мертвые победят, то мы все будем мертвыми. Поэтому это очень хороший тренд, очень обнадеживающий, вселяющий уверенность и надежду, я бы так сказал. Ну, да, я с тобой тут только за. Тут, понимаешь, вопрос, чтобы не остановились посередине. Я разговаривала с Игорем Тышкевичем, политологом Института будущего, белорусско-украинский, кстати, политолог, но он уже очень давно в Украине, порядка там 13 лет, по-моему, Угу. да, работает политологом.
И мы как раз поднимали эту тему, вопросы даже Китая, да, для Соединенных Штатов, которые как бы не заинтересованы до конца в полном развале России, дабы не усилился Китай. И что некоторые, понимаешь, хочется закончить на неком таком статусе кво, то есть не дойти до конца, до предела развала империи как таковой. То есть, условно говоря, ножки Буша будут, понимаешь? Все равно. Ну, Вот, ножки Буша будут, ну, для они... наших, подожди, я поясню для молодых зрителей, которые не понимают вообще, что мы имеем в виду под ножками Буша. Я просто сразу скажу, что когда распался Советский Союз, а Россия стала правопреемницей, да, вот этой империи, и по сути-то она сейчас пытается возродить ту же империю, Запад активно помогал России в ее тяжелой экономической ситуации. Она поигралась немножечко в демократию и снова стала становиться империей. Вот как раз в этот период поставлялись так называемые ножки Буша. Как гуманитарная помощь. Куриные ножки. Да. Куриные ножки. А не самого Буша. Поэтому это стало таким... Угу. Да, говори. А в Украине всегда не было, у нас был определенный достаток по сравнению с Россией, а для русских вот эти вот ножки Буша, это был такой на тот момент не просто одна из немногих доступных продуктов питания, она считалась вообще деликатесом. Это какая-то вот такая вот была история. Безусловно, Россия будет, весь Запад определился, что ее нужно, условно говоря, кастрировать, одеть смирительный жилет, и вот чтобы она себе как-то так находилась в этом, и потихонечку там уже как-то выстраивать какие-то другие процессы. Я понимаю, как это сложно. Им это все видится, потому что атомное оружие, куча всяких, так сказать, различных образований, большая территория, тупое население в своей массе, живущее какими-то такими вот вещами. Ну ничего, это будет наша задача. Я считаю, что Запад должен нас накачать, и он это делает, а потом мы будем, судя по так всему, не сказать, с собирается удовольствием останавливаться. оккупационными войсками на территории России. Это будет наш крест. Будем проводить полицейские операции, как-то делать так, чтобы это население себя правильно вело. Надеюсь, что там тоже атомное оружие у них заберут, поставят там какие-то свои блокпосты. Сложный, тяжелый период. И то, что мы сейчас говорим, кажется фантастикой, потому что сегодня они стоят в Херсоне, да? Но это будет неизбежно. Вот как все, кто изучал Вторую мировую войну, понимали уже в 1942 году, что Германия проиграла, да, ну уже понимали все практически. И еще нужно было 2 с лишним долгих года войны, но с 1942 года было ясно, что все. Там самые такие хитрые пытались сыграть на какое-то вот перемирие, статус какой-то квот, там, но все понимали, что это безнадежный вариант провести какие-то сепаратные договора и оставить вот эту Германию в каком-то ее положении. Точно сегодня такая же ситуация. Пусть они сегодня стоят под Херсоном, но у них стратегический формат. Они проиграли, когда 24 числа начали это вторжение. Да, у них был, может быть, призрачный шанс, как они себе думали, что за 3 дня они все захватят, мы сложим оружие. А раз мы не сложили оружие, то Запад вынужден был стать рядом с нами, а сейчас он точно понимает, что выход только один – привести Россию к капитуляции. Просто на каких-то условиях, которые потом дальше будут обсуждаться. Но ты посмотри, какими санкциями их обложили. Как бы там не рассказывают, все говорят, что их не снимут. А сейчас пусть медленно, но уверенно нефть и газ
будет отрезаться эти европейские рынки, которые давали им основную денежную массу. А эта денежная масса, даже которая сегодня идет, если на нее сложно купить кучу санкционных товаров, то вот потихонечку этого медведя мы загоним в его берлогу и поставим там решетку с замком. И будет Запад как-то подкармливать вот эту территорию. Но они злобные, ты понимаешь? Я вот все говорю, что тут в чем проблема? Они сейчас четко, вот мы, по-моему, в прошлый раз говорили или нет, я об этом говорил, что мы замечаем тренд, что они свой, так сказать, народ накачивают. Вот то, что ты говоришь, в Беларуси происходит, и у них это происходит на другом вот этом вот уровне. Они готовы воевать со всем миром, против всего мира, уже не только против Украины, не против... Сначала они же воевали даже не против Украины, они говорили, мы воюем против нациков, нацистов, тут вот есть какой-то полк Азов, есть там еще какие-то там националисты, а весь остальной народ нас встретит цветами. Увидели, что нет. Потом у них риторика поменялась, да, воюем со всей Украиной, уже как бы, ну, вот так. А теперь они возбуждают своих, так сказать, голодранцев о том, что они теперь великие воины русского мира, которые должны восстановить империю и все остальное. Ну, чистый фашизм в чистом виде. Ну, у нацистов в Третьем Рейхе все то же самое было. И все то же самое у них закончилось. Нам бы хотелось, чтобы это закончилось в Москве. Знаешь, я когда, прости, смотрю или читаю нацистов Третьего Рейха, мне кажется, что они интеллектом были повыше, чем то, что окружает Путина сегодня и сам он. Они были, может быть, интеллектом, я бы не сказал, я много увлекался этой историей. Они были как бы все равно поинтереснее. У них была как бы более глубинная какая-то вот идея. Ну, они даже эстетично были красивее. Форма все-таки шилась, так сказать, великими дизайнерами. У них какие-то там были аннавербы, которые там в Тибете искали тайны прошлых цивилизаций. То есть, поэтому их вспоминают до сих пор. Вот уже прошло сколько лет, а все равно культ этого Третьего Рейха, как бы, который был задавлен за свои злодейства и зверства, он все равно как есть, потому что там что-то, вот зло было какое-то такое, правильно ты говоришь, поинтереснее, поинтеллектуальнее. А тут зло, ну, оно настолько отвратительное и настолько интересное, может быть, только для самих себя, и то в каком-то таком вот узком формате. Поэтому и памяти о них... Здесь такое, знаешь, какое-то чмошное негодяйство. Просто чмошное, беспринципное негодяйство. Слушай, ну мы же много раз говорили, ну вот я не знаю, ты же ездила, тут вот всем этим вот ватникам и любителям русского мира, которые вот где-то есть, ну, скажем, и у нас они в Украине есть, там и у вас в Беларуси есть, я бы их всех погрузил на поезд, а еще лучше на автобус. И повез по России. По вот этим вот всяким Смоленском, да, всяким вот этим вот городишкам. Тут даже недалеко в Сибирь, а вот по кольцу. За пределы МКАДа. Но я очень давно была. Но не думаю, что там что-то изменилось. Это же, там не меняется ничего 500 лет. Это же ужас. Даже ты смотришь на... Я как ну, ездил, вынужден был в 2000-х годах раз в год туда ездить. И я видел этот ужас был просто невыносим. А когда ты смотришь на их быт, мало того, что они живут в разваленных домах, разваленные улицы, а когда смотришь, как они, что они едят, как они друг к другу относятся, это какие-то, и вот это говорят, вот это русский мир, да, и вот мы вот его хотим. А эти звери приходят к нам в наши прекрасные города и шалеют от
и села, и шалеют от того, как живут люди, и тащат оттуда оргтехнику. Я вообще удивляюсь. Но оргтехники-то у них полно этих стиральных машинок. Зачем ее тащить? Ну, вот это... А с чего ты взял, что полно? Это может быть Ну, в ну, просто... Гословбазе их полно. И там еще, Да, знаешь, ну, мне там... казалось, что должно быть. Ну, удивительно. Вот просто Смотри, удивительно. кого берут. Берут мясо из глубоких деревень, там, да, из каких-то... Там все страшно. Я не думаю, что там что-то изменилось. Прости, сильно со времен совка. Да думаю, что никак. Какие у них стиральные машинки? А если есть, то, знаешь, вспоминая там наше с тобой детство, какие-нибудь малютки там, да, или что там было тогда. Я не знаю. У них даже, Ну, как меня мне, даже... ну, да, народ смеется, говорит, у них даже самогона нет, понимаешь? У нас в каждом селе самогон, а слово брашка вообще не понимает, что ее можно пить. А они не дожидаются, у них нет, они вот эту вот брагу забродившая, для них это вот выпить Сразу только пьют. вот, да, ну, какие-то дегенераты, алкоголики. Ну что делать? Вот с ними придется, не придется, их нужно будет воевать, побеждать и загонять в их крысиные норы. Ну, так, а что делать? Я хотела показать, раз мы идем еще по новостям, сегодня Назара нету. У нас есть выступление Гайдая сегодня по ситуации в Лисичанске. 26-е Сергея Гайдая. Но я что-то... Нам поставить 26-е видео? Вітати вас. Вітаю. Вітаємо. Пане Сергію, отже, що зараз, як змінюється обстановка? Ну, ситуація в нас дуже важка. Я навіть не буду повторювати це багато разів. Єдине, що можу сказати, все, що декілька днів тому Шойгу прозвітував, що всю Луганську область вони вже захопили, це не є реальним фактом, тому що хоч невеличка частина, зовсім невеличка, але частина Луганської області тримається. І поки на тій частині Луганської області воюють наші захисники і знищують як техніку, так і солдат російських загарбників, я вважаю, що можна казати, що Луганщина тримається, і це не буде брехнею для людей. Ми не будемо говорити неправду. Так воно і є. Дійсно, навіть вчора багато в нашому напрямку танків знищили наші захисники. Ну і ще враховуючи те, що дуже багато працює зараз хорошої зброї, то багато знищується в тилу ворога складів та казарм з особовим складом. Ну, це фактично те, що хочуть росіяни, аби повністю захопити територіально Луганську область, і потім або одразу приєднати її до складу Російської Федерації, або провести так званий референдум. Чи помічається підготовка до цього референдуму, що взагалі от з подібними речами? Знаєте, особливої якоїсь підготовки до референдуму ми не бачимо. Єдине, що розуміємо, що будь-який референдум для росіян, ну це просто намалювали собі якісь цифри, вони їх прийняли, якби щось проведене і все. Розуміємо, що їм референдум дуже потрібен і приєднатись до Російської Федерації так само дуже потрібно для того, щоб коли ми вже достатню кількість зброї отримуємо і будемо готові до контрнаступу і деокупації наших міст, то вони вже будуть казати в себе там на Росії, що Україна напала на Росію, і тому вони вже будуть оголошувати загальну мобілізацію. Ну а поки що тих чоловіків, які проживають на тимчасово окупованих територіях, змушують йти воювати проти Росії. Так, доходить вже просто до таких кричущих речей. Вони навіть зараз дають оголошення, що потрібні чоловіки на роботу з великою зарплатою. І коли люди приходять і влаштовуються на роботу, то їх просто на наступний день вже забирають в армію і кидають просто одразу на фронт.
Які зараз головні напрямки стримування російських агресорів? І як ви можете прокоментувати ще от вчорашнього аналітику Інституту вивчення війни, які пишуть про те, що зараз якраз на фронті Луганському і Донецькому іде боротьба за ініціативу між росіянами і українцями, а також що Росія насправді взяла операційну паузу і готується до відновлення масштабного наступу? Ви знаєте, от та пауза, яка зараз в росіян, то вона обумовлена виключно тим, що дуже гарно працює наша далекобійна артилерія, і ми, наші військові знищили дуже багато складів, якраз от резерв БК в них знищений. Тому і потрібна така пауза для того, щоб підвести нові снаряди, там ракети, що їм там ще потрібно, та пальне. Тому вони ж, знаєте, вони малюють собі плани, враховуючи те, що в них відбувається на сьогоднішній день. Якщо сьогодні привезуть БК і завтра вони зможуть йти в наступ, то вони завтрашній день оголошать днем там наступу якимось. Тобто ця пауза, вона виключно обумовлена діями Збройних сил України. А далі вже побачимо, тому що все ж таки країна велика русня і запасів металобрухту навіть старого, але все ще багато. Ну, нічого, доведеться просто більше працювати. Все утилізуємо. Але в нас теж багато сил, багато військових і віри абсолютно точно більше. Пане Сергію, спасибі вам. Дякуємо, що доєдналися. Про оперативну ситуацію на Луганщині почули. Сергій Гайдар. Точно. Все утилизуем. Ну, конечно, тут у нас нет никакого сомнения. Есть, я повторяю, твердая уверенность, что мы теперь не одни, а со всем цивилизованным западным миром. И этот западный мир осознал свою миссию и свою ответственность. Посмотрите, как меняется ситуация в Германии, да, и в европейских странах, которые села, они уже смирились с тем, что у них будут высокие цены на газ, что у них газ нужно экономить, что высокие цены на топливо, там все. Это смирение уже произошло у обычных людей и у элиты тех стран. Я бы сейчас еще жду, когда, я надеюсь, там начнутся разборки по поводу путинских шпионов и вот этой пятой колонны, которую он создавал десятилетия, и инфильтрировал ее в международные организации, в бюрократию ЕС, в международные институты, просто так сказать, в правительство многих стран. Это же раньше-то не скрывалось. Мы видели, как австрийские чиновники, немецкие чиновники переходили в наблюдательные советы там всех этих вот Газпромов или там железных дорог там. И нужно понимать, что я так думаю, что вот следующий этап осознания сегодняшней элиты, которая не замазана или полузамазана, или придет им на смену элита, которая не имела отношения с Путиным. И эти расследования должны пройти. И серьезно, так сказать, это будет тоже такие мега-взрывы, когда мы будем узнавать о том, о тех, ну, я думаю, что это тысячи и тысячи и тысячи людей, которые были на зарплате у ФСБ, у Путина, в различных его структурах. Это мы явных видим людей, которые политики типа Шрёдер, там австрийская какая-то министерка, да, которые просто, не скрываясь, перешли после своей отставки на службу Путину. Так как мы же понимаем, что они делали для Путина раньше, а под ними огромная, так сказать, пирамида тех людей, которые вместе с ними двигались, вместе с ними получали контракты, были коррумпированы этими контрактами, гранты, которые русские раздавали. Уверен, что это придет и такие расследования. И, кстати, ну мы-то, кстати, и у нас в Украине тоже эту тему
будем ширить, потому что и разбираться со всей этой пятой колонной, которая сегодня почему-то считают путинской колонной, ОПЗЖ, партия регионов, которые сегодня прячутся под волонтерство, говорят, ой, мы теперь тоже патриоты и все остальное. Это все так тоже не будет работать. Мы с этим разберемся, как только война перейдет в какую-то другую фазу, которая не будет требовать вот такого напряжения. Где есть явное предательство, а его у нас очень много. Пока наше СБУ кого там нашло? Там, да никого. Подчищают каких-то там мелких клерков. Их вытаскивают. А серьезные люди, пока мы видим, что они не затронуты этим. Поэтому будут разборки. А армию, как нашу уничтожали, тоже нужно будет разобраться, куда продавали, зачем продавали, почему продавали, кто давал эти директивы, почему мы без оружия. Ну, то есть много вопросов. И я знаю настроение, опять же, у ребят, ну, вот с 2014 года, которые находятся, скажем так, их называют активисты, там, как угодно, да, которые сегодня воюют. Вот, ты имеешь в виду те, которые воевали в зоне АТО? Те, которые воюют... Ну, слушай, у нас тут же идет такой движ, у нас штаб сейчас полупустой, потому что все ушли на фронт, называется. Но все, когда ротация, все приходят сюда и отдыхают, там, делятся общением, но у всех настроение очень такое, что мы в 2014 году, так сказать, упустили свой шанс почистить эту элиту, так сказать, и путинскую, и олигархическую, и вот этот вот касту чиновников и бюрократов, судейско-прокурорских, налоговиков, вот и вся вот эта вот каста, которая априори создала свою, так сказать, феодальную систему, прикрывшись демократическим флером, да, и эти графья, бароны, так сказать, и князья держали Украину, наш народ, как за крепостных, просто в разных вариантах. Поэтому такого вот не будет. И сегодня эта дискуссия хорошо поднимается и идет, потому что мы видим вот эти попытки. У нас экономика падает, понятно, сильно. Но вот этот вот мерзавец Гетманцев и примкнувшие к нему олигархи и слуги народа, они пытаются на этих развалинах построить что-то совсем нерабочее. Но за счет кого? За счет обычного бизнеса, за счет тех людей, которые получили самые большие, так сказать, проблемы с 24 числа. Нас хотят добить. Как весело все начиналось. Что ты имеешь в виду, получили проблемы? Ну, я имею в виду в плане бизнеса. Ну, посмотри, сколько... Кто больше всего получил этих проблем? Ну, скажем, в Одессе. Кто? Кто в плане бизнеса больше всего получил этих проблем? Ты же имеешь в виду бизнес, да, в плане слои бизнеса, да, условно. И не только бизнес. Посмотри, как люди, которые жили, огромное количество людей, которые работали в сфере обслуживания, да, у которых был там частный предприниматель, у которого были налажены свои мелкие связи, которые жили от зарплаты до зарплаты или имели маленькие накопления, там платили какую-то ипотеку, там все остальное. И тут это все сегодня обрушилось, рухнуло. Люди пытаются это восстанавливать, а их продолжают зажимать вот эта орава налоговиков. Она взбодрилась вот последних там вот 2 недели. У нас тут в Одессе это четко видно. И начали бродить и требовать всех этих налогов. Налоговые, не налоговые, а банковские отсрочки все отменили, все остальное. Люди говорят, с чего мне платить? Все свои запасы я или проел,
или отдал в первый месяц войны вот волонтерское движение и все остальное. И вы хотите, вот вы, оставаясь в системе, которая была до 24 числа, крайне несправедливая тоже, так сказать, такой левый социализм имени Гетманцева. И вы пытаетесь выжать соки из того, что уже и так сухое. Поэтому мы должны четко думать о том, что так не будет, потому что это все равно не будет работать. А должна строиться совершенно другая система отношений. И об этом уже люди задумывались, думают у нас. Ну вот я знаю о тех, кто думает в Одессе. Да. Я знаю, какие идут движения в разных, так сказать, городах. Ну, например, там Львов думает о том, чтобы сделать, например, Львов столицей IT, да. Там какой-то там город в центральной Украине говорит, мы возрождаем там свои там металлургию, у нас будут вот промышленная такая хорошая зона, для этого мы делаем сейчас ПТУ, чтобы люди работали. То есть кластеры, понимаешь? Города должны стать самостоятельными, с каким-то вот своим особенным кластером. Например, там у нас в Одессе люди мечтают, чтобы Одесса была городом там, образования. Да? Чтобы в образование нужно ввалить огромное количество денег, гигантское, и полностью перестроить образование, чтобы люди понимали, что если я хочу сделать своего ребенка крайне образованным, да, нужно ехать в Одессу. Если я хочу, чтобы мой ребенок был айтишником, нужно, чтобы он там жил во Львове. Да. Если я хочу, чтобы... Ну, вот такое. Вот об этом сейчас очень много думают на региональном уровне. Как возрождать города. Города и возрождать на совершенно новых вот принципах. И вот за этим будущее. И города, и регионы должны набирать силу. А центральная власть должна ее терять. А так как они еще создали зеленую идею, у которой там, безусловно, много плюсов, и вообще это правильное направление, я считаю. Но его нужно делать так, чтобы эта идея была электронным, так сказать, инструментом доверия и недоверия к чиновникам, которые находятся в разных, так сказать, на разных уровнях политики. От центральной власти до региональной власти, где каждый человек может выставить свою оценку любому чиновнику. Каждый налогоплательщик не раз в 4 года зазомбированные придут, проголосуют за кого-то, а выставлять оценку ежемесячно. И каким-то образом это должно влиять на ротацию власти. Если ты налогоплательщик, ты уплачивая свой ежемесячный взнос в казну, ты ставишь оценку президенту, кабинету министров, Местным властям, да? местным властям, да, прокурорам, вот вообще однозначно нужно, чтобы прокурорская судебная система полицейская была выборная полностью, тогда они будут понимать, что не отвечают перед громадой, а не перед министром. Это все Америка уже сделала, ну еще тогда Великая Америка, 200 с лишним лет назад. А нам нужно это повторять просто на новом витке, потому что все, что у нас рушится, оно сегодня будет обрушено, война нанесет нам огромные раны и беды. И просто потом из этих обломков построить ту же старую телегу, на ней ехать, это неправильно. Мы не за эту телегу воюем. Мы воюем за волю, свободу, за человеческую личность, за совершенно другие отношения, которые должны быть между государством, человеком. И вот этого, и это люди все хотят, чувствуют, просто нужны правильные концепты, дискуссии, которые выпишут это как модель, а потом мы поменяем Конституцию, потому что сегодняшняя Конституция это просто, так сказать, анахронизм и негодящаяся тоже операционная система для
нынешних условий, другую операционную систему. И вот в этом тоже самый главный шанс Украины, который у нас есть. Но ты оптимистичен в этом смысле? Ты думаешь, что ситуация, она уже как бы поменяет, в принципе, Да, вот эти я взаимоотношения оптимистичен. между властью и Я человеком? оптимистичен. Я оптимистичен, потому что я вижу большие внутренние, есть внутренний запрос у огромных людей. Они просто говорят, ну, просто запрос есть, а так сказать, мыслительной или языковой артикуляции нет. Человек не может высказать, да. Ну, вот как мальчик влюбился в девочку, но ничего сказать не может, поэтому дергает ее за косички, тем самым выражая свою, так сказать, симпатию. Подростковое такое. Ну, такой пример. Поэтому это есть у огромного количества людей, которые вот тут воюют. Плюс мы прошли все эти вот Майданы. И эти все социальные... И у нас вот это все движение в 2014 году у нас сбилось тем, что русские начали вторжение, и мы, так сказать, начали отбиваться как могли. А потом оно как бы вот так вот затухло. Не на часе, Путин нападет. Все, Путин уже напал. Все уже, эта тема снялась. Поэтому я вижу, что тут есть внутренний запрос. Я вижу, идет хорошая дискуссия на среднем уровне интеллектуалов, ну, в социальном среднем уровне. И она приближается тоже уже к элитным форматам. И у нас, как кто-то сказал, все равно мы превращаемся в фейсбучную демократию. Посмотри, как у нас идет четкая реакция. Народ возмущается где-то там, например, в Фейсбуке, там на какие-то вещи несуразные. Идет реакция. Или это отменяет наша власть, или она пытается... Да, я вижу эту реакцию, я вижу прямую такую коммуникацию, да, я согласна. У нас эта коммуникация есть, просто она будет усилена. Придут новые люди, новые герои, которые сегодня проливают свою кровь. Посмотри, сколько людей высокоинтеллектуальных и с высоким социальным положением сейчас сидят в окопах под обстрелами и сами убивают врага. И поэтому тут происходит социальный слом, да, то есть ценности все сразу поменялись. Вот посмотри, насколько, вот может быть в личном формате, ну, вот я через себя это смотрю. У меня до 24 числа были одни желания и одни, так сказать, нормы. И они очень сильно и кардинально поменялись после 24 числа, когда началась война. И это произошло с миллионами. Поэтому мы обречены на новый мир. Вот за что Украина воюет, это за новый мир. Просто этот новый мир должен быть собран не из старых, так сказать, запчастей. Он должен быть собран из совершенно новых, так сказать, мыслеобразов, которые превратятся в устремление всего народа. Нужна нам большая цель и большие смыслы, а не какой-нибудь мерзавец Гетманцев со своими слугами народа, которые, вот что меня вот возмутило на этой неделе, когда этих негодяев 140 человек отвезли в Швейцарию, в Лугано. Я видела это. 140 человек, это плевок, вот просто плевок в лицо всем нам, всем, кто вот тут вот воюет, волонтерит, страждает и мучается. Вот эти мрази позволили себе полететь туда, чтобы просто весело провести время. Вот эти вот свадебные фотографы, вот эти вот дегенераты, которые на Зеленском попали во власть, они до сих пор находятся вот в каком-то... У них сейчас золотое время, они думают, что это время будет продолжаться. Нет. Народ... Ты не думаешь, что, тем не менее, это я пытаюсь выступить адвокатом, что для многих из них все-таки проходит свой Майдан сейчас?
не все же такие конченые, скажем так. Нет, Я конечно, сейчас не не беру, все. поехав... А что ты говоришь? Все? Я говорю, нет, я говорю, конечно, не все. Мы будем, это же будет все понятно. Ты ж, как это, правильно ты говоришь, судим по поступкам, да? Есть те люди, которые совершают поступки, и ты смотришь, что они совершают. Мы смотрим, что совершает Гетманцев, мы смотрим, что вот эти вот безуглые совершает, и мы смотрим, что совершает этот Коля Котлета, изображает свои... Вот, мы видим вот эти фейки. И мы видим других людей, которые реально проливают свою кровь, реально бьются, чтобы эта страна была другой, да, на самом деле. И не позволяют себе такие вещи, как купить себе новую машину во время войны, да. Или полететь в Швейцарию. Вот пришли, ты зачем, скотина такая, потратили государственные деньги. Вообще, чтобы тебя, тупую козу, вывезли в Швейцарию, для чего? И вот если даже у них этого нет понимания, ну, все ж ходы записаны. Все, кто там был, мы их тоже посмотрим. Вот все, кто там был в этом Лугано, я считаю, что вообще должны быть лишены там политического будущего. Ну, они точно будут лишены, но еще и, так сказать, с особым пристрастием. Потому что это абсолютно неэтичные вещи. Ну, вот так. Да я не могу с тобой поспорить. Ну так, я согласна в этом вопросе. Ну, вот видишь. Знаешь, кто бы поспорил, я не буду. Я хочу сейчас не к тому, что ты говорил, вернее, к тому, что ты говорил, но до этого. Я решилась, пока скачала вот в наш эфирный чат, вернее, попросила Сашу, он скачал. Когда я говорила про тебе батальон Волота, да, который погибли сейчас ребята, Ваня, наш командира вот этого Ивана Бреста, сделал видео. Ваня, это его побратим и мой соратник, который воюет на Востоке. Видео коротенькое, я решилась его поставить для всех. По-белорусски там нарезка фотографий о командире, который вызвал огонь на себя и погиб. В Беларуси сейчас это случилось 26 июня, не так давно. Но поскольку тело его оказалось у русских, то все это обнародовалось чуть позже. Вот. 31 видео, если ты не против, да, я предлагаю его Конечно, поставить. давай посмотрим, Макар. Падчас вайны адбываюцца непрыемныя рэчы. І сёння навіна якраз пра такую. 26 чэрвеня пад Лісічанскам не стала нашага сябра, пабраціма і камандзіра батальёна Волат Вані Брэста. Ён загінуў, як і марыў, са зброяй у руках, стрымліваючы танкавы прарыў ворага і карэктуючы нашу артылерыю. Таксама падчас бою некалькі ваяроў зніклі без звестак. А Ян Тромблі, як стала вядома, патрапіў у палон. Ідучы на гэтую вайну, ваяваць на баку Украіны, беларусы паставілі на кон усё. Шанец вызваліць братэрскую краіну, і праз гэта вызваліць родную Беларусь з'яўляецца не кожны дзень. Ваня Брэст разумеў гэта, і ён паставіў на гэта сваё жыццё, і мужна аддаў яго, змагаючыся за ідэю, запальваючы агонь у сэрцах тых, хто быў побач. Мы, ваяры батальёна Волат, не маем маральнага права здрадзіць яго ідэалам. Не маем права здрадзіць таму зароку, які паўтаралі за ім слова ў слова. Да астатняга бляску рэк тваіх у маіх вачах. Жыць з табою, памерці за цябе і адрадзіць веліч тваю. Жыве Беларусь! Героі не паміраюць. Так і ты, дружа, будзеш жыць у сэрцы кожнага з нас, хто быў побач з табою, хадзіў за табою баі і выконваў твае загады. Вечная памяць героя. Жыве Беларусь! Слава Украіне! Да, слава герою. Ну что? Понимаешь, Ты сколько знаешь, будет... Да, Да. да. Понимаешь, сколько наша война будет рождать тысячи фильмов, миллионы книг будут рассказывать об этой войне, и об этом будет говорить весь мир. Если
мы об этом говорили только мы, там, с 14 там, по 19, скажем. Это была такая внутриукраинская кухня. Такая еще слабенькая. Многие ребята писали, а фильмов-то особых не было. А которые были слабые, никакие. То сегодня Голливуд будет снимать по нашим, так сказать, событиям. Вот эта вот журналистка, которая была, она и об этом с Пулитцером, она об этом и говорит, что все будет крутиться вокруг ваших событий. Это будет тренд на десятилетия. Вот. Поэтому слава Да, таким без героям. сомнения. Я тоже думала об этом. Ну, слушай, война в Украине... Война в Украине – это то, что переворачивает полностью миропорядок. И какое такое событие, да, я имею в виду для мира, если не взять там нашу боль сегодняшнюю, можно сравнить с тем, что происходит сейчас там, за последние десятилетия. Да никакого. Со Второй мировой ничего подобного не было. Конечно. И Поэтому, сегодня конечно, померкнут, мы как раз сегодня обсуждали, там какой-то там Путин дал этому Талибану каких-то там пару миллиардов, чтобы они там сидели тихо. Там ИГИЛ бегал. То есть, посмотри, все вот эти последних 2 десятилетия боролись с этими террористами, там этот ИГИЛ и все остальное. Но насколько это мелко по сравнению с тем, что сегодня террористическое государство – это Россия. Вот совершенно одна Россия против всего мира, против всех норм морали и ценностей. Вот она это бросила вызов. И мы ее победим, и это будет великая сага. Величайшая. Это так. Это так. Ну что, мы заканчиваем. Я в конце приготовила видео, оно на 20 минут, оно достаточно долгое, но оно того стоит. Видео выложило управление разведки нашей. 28-е, но сначала попрощаемся. Операция «Азовсталь». И, кстати, тебе советую посмотреть, если ты не посмотрел. Хроника событий. Выложено очень интересное видео. Сделано это в 20-минутный фильм. Конечно, посмотрим. Да, да. И хроника событий, и свидетельства людей, которые там были, которые сейчас могут... Я что-то смотрел отрывки, но сейчас посмотрю с удовольствием. Ну да. Друзья, кстати, оставайтесь, обязательно посмотрите это видео. Напоминаю, делиться нашим эфиром. Обязательно ставить лайки. Не жалейте, пожалуйста. Ставьте. Поширяйте, помогайте Збройным силам Украины и каналу УМН. Марк, я тебя обнимаю. Мне было чертовски приятно поговорить. Мне тоже. Слава Украине. Слава Украине. Героям слава. Пока. Було прийнято рішення про те, що ми будемо все-таки приймати останньою точкою оборони буде Азовсталь. По тій причині, що там є проблема в природній перешкоді, в річці, яка закриває з одної сторони, і там тільки один фланг відкривається. Тобто там є природня перешкода, яка допомагає тримати оборону, це перше. А друге, географічно більш вигідніше розташований, з нього легше добиратися до всіх інших точок в місті. На той час противник вже повністю контролював всю територію довкола міста Маріуполь, а водні шляхи було неможливо використовувати, оскільки противник підвів свої бойові кораблі, і вони контролювали виходи Маріупольського морського порту. Тому лишався єдиний шлях – це повітряний міст. Ми очікували все-таки наступ з напрямку Сходу, з основні сили, що буде йти з напрямку Безіменного, і тому ми хотіли не пустити противника в місто, щоб він не перейшов річку. Тому ми хотіли, щоб він вперся в Азовсталь з сторони лівого берега і далі вже не пройшов місто. Ми не думали, що противник прийде з тилу, з напрямку Бердянська. Единственной точкой, которая держала оборону, был завод «Азовсталь». Авиация противника господствовала в воздухе, наносила ракетно-бомбовые удары. Техника противника чувствовала полное превосходство в уличных боях и в том числе принимала участие в штурме «Азовстали». Поэтому ребятам крайне было необходимо доставить
переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингера», комплексы по уничтожению бронированной техники. Это «Энлавы» и «Джавелины». Мы собрали то, что рассчитано на наш личный состав, те хранилища Азовстали, что там было. Там все было 36 бункеров, из них рабочих было 34. И у Азовстали тоже самих было там какое-то количество воды, еды там было. Открыли склады для местного населения и дали возможность людям продукты, воду и вещи первой необходимости. Но это для полумиллионного города это ничего. Ситуация складывалась следующим образом, что в результате того, что вместе с защитниками Азовстали на Азовсталь оттянулось огромное количество мирных жителей, гражданских, которые не хотели находиться под оккупацией. Тот запас продовольствия, медикаментов, воды, который был рассчитан на гарнизон, он очень быстро иссяк. На момент середины марта уже было понятно, что критически необходимо, помимо боеприпасов и средств поражения противника, доставить воду, продукты и медикаменты. Легко 300 переходят в тяжелые и из тяжелого критическое. Потому що нету медикаментів їх стабілізувати. Безпосередньо хлопцями з загону морської охорони була налагоджена така система зв'язку цієї відрізаної частини, центральної частини Маріуполя з Азовсталю. Це були моторні човни, які вночі перевозили важко поранених на територію заводу Азовсталь, тому що там було більш якісно обладнані на той момент шпиталі для поранених. Доставляли з території заводу Азовсталь боєприпаси в центральну частину. Ну і, власне, таким чином підтримувало комунікацію між цими двома частинами міста. Потом еда у нас тоже закончилась, но осталась сладкая. Приходилось быть только на одних шоколадах. Это было, даже я помню, из сникерсов ребята варили суп. При моем ранении в госпитале, вот это было уже ясно, что настолько был кризис, что где я лежал, так скажем, вместе с ранеными, то площадка была внутри бункера, человек там 60. Нас кормили раз в сутки. Для того, щоб машина кудись проїхала по території, частіше за все перед машиною вночі в абсолютно темряві йшла людина, аби машина не провалилася в якусь воронку. На мапі заводу наносили позначки, де є ці воронки від авіаційних ракет. Я пам'ятаю дуже чітко, коли ми їхали, це був Nissan Patrol, в ньому було десь 6 поранених, і ми просто в якийсь момент провалилися в воронку одним з колес, і в цій воронці стояла машина. Тобто якось склалось так, що ракета залетіла під неї, вибила в ній воронку, і ми фактично провалилися не в воронку, а стали на дах машини, яка знаходилася в воронці. Вертольоти летіли досить таки складним маршрутом. Маршрут це детально пророблявся тут, наносились на карту всі дані розвідки, які ми мали. Крім того, наносились, як то кажуть, кола систем ППО. І маршрут розроблявся з урахуванням тактико-технічних характеристик цих систем ППО. Так, щоб обходити їх або входячи в зону їх дії, використовуючи складки місцевості і прольоти на надмалих висотах, залишатися непоміченими для цих систем, або в разі, навіть якщо ми розуміли, вертольоти в польоті можуть бути поміченими, так прокладати маршрут, щоб знищення їх було неможливим або досить ускладненим. Необходимо было максимально облегчить удельный вес вертолета. Для этого были сняты все системы вооружения, которые находятся на вертолете. Более того, заправка производилась исключительно на самый необходимый период полета. Происходила дозаправка прямо перед линией разграничения на аэродроме подскока. Это в поле садится вертолет, подъезжает заправщик, заливает топливо ровно столько для того, чтобы хватило долететь на Азовсталь и с Азовстали на этот же аэродром подскока, который находится прямо за линией разграничения. Это и осуществлялось таким образом исключительно для того, чтобы мы могли взять больше вооружения на борт, максимально загрузить вес вертолета для возврата раненых на нашу територію. Звичайно, під час маршруту теж його неможливо було ідеально продумати, тому що ми летіли дуже багато часу по території противника. Маршрут підбирався так, щоб якось обминати їхні війська. Але все ж таки там були моменти, коли ми пролітали над ворожою технікою противника. Противник вже готувався до
того, що ми будемо в Маріуполі. Про це навіть писали у РІА Новості, про те, що українські захисники здійснювали, скажімо так, рейси для евакуації Редіса, для евакуації азовців, але все було зовсім не так, як вони це писали. Тому що ці рейси здійснювалися не для евакуації керівництва батальйону Азов, так, а навпаки для допомоги їм. Я отримав задачу для своєї групи від свого командира висунутись в місто Дніпро разом з ударним безпілотним літальним комплексом для виконання бойової задачі. Деталі бойової задачі мені мали надати вже безпосередньо в місті Дніпро. От. Прибувши туди, я побачив насправді знайомих мені командирів полку Азов, а також співробітників Головного управління розвідки, які мені, власне, довели задачу, що наша задача полягає в тому, що залетіти безпосередньо в місто Маріуполь і в місті Маріуполь виконувати ураження важливих цілей противника. Одразу було повідомлення, що скоріше за все можливості нас звідти евакуювати чи вивезти, можливо, не буде. От, що, скоріше за все, це доволі ризикована історія. Офіцери з підрозділу спеціального призначення, вони завжди літали в цих вертольотах. Під час польоту вони виконували функції бортових стрільців, але головне завдання було це, по-перше, підтримання морально екіпажів. І, по-друге, коли вони будуть летіти назад, вже з пораненими або з тілами загиблих, на випадок збиття вертольоту, щоб вони були готові вивезти екіпажі, евакуювати. Ми готувалися, якщо там зіб'ють наш вертоліт, якщо у нього буде там примусова якась посадка. Тому нам треба було брати з собою якусь навіть їжу, боєкомплект і медичне якесь обладнання, тому що в повітрі могло б статися все завгодно. І так само ми не знали, якщо все сталося, то чи це було б на нашій десь території, чи це було десь в тилу противника. Брали з собою рюкзаки, в яких був цивільний одяг, на випадок, якщо необхідно буде виводити пілотів. Бо це було одне з наших завдань головних – забезпечити безпеку. Друге – це зрозуміло, що треба було евакуювати поранених. А третє – це вигрузити боєприпаси, протитанкові засоби, а також десант. Бо на 4-му борті вже був десант разом з Азовом. Я повернувся назад на місце завантаження, сказав старшому, який відповідав за завантаження, що я маю полетіти, і я полечу в будь-якому випадку. От. Він мені на це сказав, що це не туристичні авіалінії. От. І навряд чи це турне мені сподобається. Ми зайшли в наші вертольоти та подивилися, де ми зможемо встановити нашу зброю, де буде місце кожного з екіпажу цього вертольота. Ці вертольоти були вже повністю загружені речами, ті, що ми повинні були доставити в Маріуполь. Ми потренувалися, все обсудили, як це повинно бути. Потім ми провели тренування, як і на яких місцях повинні бути поранені. Это по факту скажу, что была дорога в один конец для пилотов и также для людей, которые сидели на этом вертолете и эвакуировались. В ту ночь нас посадили в машины, мы начали выдвигаться в 3 утра. И вот эти несколько километров по 100-200 метров вот так прятались, передвигались. И нас довезли до точки эвакуации. Под утро уже, когда начало расцветать, началась артиллерийская подготовка ихняя. Авиация без остановки летала, вертолеты чуть запоздали. Думали, что, наверное, не получилось, не взлетит. И все сказали, что не выберемся. И когда через час, по-моему, час-полтора, слышим звук. И не понимаем, радоваться или... Потому что там и ихняя авиация летала, и ихние вертолеты летали. И вертолет летит на нас, я вижу, как он садится,
И в это время начинается такой бой. За цей час, за годину 40, було 4 обстріли з РСЗО і важкої артилерії по місту. Тобто ми просто лежали, і над нами це все літало, падало на завод. Ти просто лежиш, чуєш, летить снаряд, такий думаєш, куди він впаде. І було 4 авіаудара. Тобто ти просто лежиш, чуєш авіацію, вона наближається, і ти чекаєш, куди впаде той самий ФАБ. І удари були як по місту, так і по заводу. І тому я лежав і думав, навіть якщо гелікоптери сюди долетять, то їх точно або зіб'є авіація, або ПВО, і ми до останнього не вірили, чи прилетять вони. Навіть мої друзі казали, коли почули, що гелікоптери наближаються, то вони подумали, що це не наші противники, вони не вірили до останнього. И вот это время была команда поддержать огнем, и они просто встали щит, и весь Маріуполь просто гудел. Гелікоптер почав зниження, і, власне, в цей момент по ньому відпрацювала ракета зенітно-ракетного комплексу ТОР. Я навіть, в принципі, чітко знаю, звідки саме вона працювала, бо ми мали розвіддані про їх місцезнаходження, якраз збирали їх напередодні. Але гелікоптер встиг дуже швидко приземлитись, тим самим ракета пройшла вище. Почалася спочатку вигрузка, нас принесли до гелікоптерів, вигружали спочатку майно, яке привезли. І я дуже добре пам'ятаю, не забуду момент, коли перший ящик, який випав з гелікоптера, коли почали вивантажуватися з нього, випав Starlink. Той, який я так довго чекав, я був дуже щасливий, тому що нарешті вже хлопці точно буде надійний зв'язок і все буде нормально працювати. Мы там обрадовались не столько на эвакуацию, настолько, когда они выгрузили систему связи и Джавелины, и Стингера. Мы радовались, что все, парни сейчас им покажут. И так и случилось. Гелікоптери вивантажили, і нас завантажили в гелікоптер, і ми пішли на взліт. І далі просто, як всі хлопці кажуть, це було 2 години американських гірок. Максимальні швидкості, максимальні перепади висот, і ми просто всі отак просто лежали і ждали, тому що я був лежачий, я взагалі не бачив нічого ні в вікно, просто лежиш, і ти просто ти віддав свою вже долю, своє життя в руки пілоту, і ти просто лежиш і вже чекаєш, що там далі буде. Назад ми повертаємось, хто розгрузився, хто завантажив поранених, ніхто не чекає іншого вертольота. Він піднімається і зразу туди влітає. Тому що цього я боявся і всі, що якщо ми туди приземлимось і почнеться якийсь артобстріл, то звідти ми вже ніяк не вилетимо. Ми летіли десь порядка 50 кілометрів над морем, потім зайшли на сушу, маскуючись за рельєфом на висоті десь від 3 до 7 метрів насправді. Ми проходили, і це була така висота, що я міг роздивитись, з чого саме по нас стріляють. Я бачив, як були виставлені шилки в наш бік, як нас намагалися висвітлювати прожекторами. Я бачив обкладені мішками пости ПЗРК, бачив трасери з кулеметів, які летіли в наш бік. І от фактично всі абсолютно 150 кілометрів, що ми вже вилітали, було таке полювання на нас. И вертушка взлетела, полетела в сторону моря, где их корабли были. Это было, что сейчас корабль собьет нас. Вышла в море, развернулась, и просто скорость была такой бешеная, что у вертолета, можно сказать, все тряслось внутри. И летчики на метров 5-7 от воды, от земли просто летели на их позиции. Видно было из иллюминатора, но никто не ожидал. Это была, я бы сказал, тактическая наглость. Я побачив, як відстрілюються теплові ловушки. Вже потім, коли ми приземлились, мені вертольотчики розказали, що теплових ловушок не було, що це по нам працювали проносні зенітно-ракетні комплекси. І, власне, з моменту взльоту до майже виліту на нашу територію, десь 150 кілометрів, по нам весь час вівся постійний щільний вогонь. Когда мы приземлились на аэродром подскока, взрослые мужчины подходят друг к другу, обнимаются и поздравляют друг друга с выполненной задачей. Это очень
Это очень трогательный момент, это очень эмоциональный момент. И тогда ты начинаешь понимать, что ты выполнил поставленную перед тобой задачу. Более того, ты понимаешь, что ты уже находишься на подконтрольной Украине территории. И ребята, которые находятся с тобой на борту раненые, они тоже это понимают. Це якесь таке відчуття, коли тобі дійсно хотілося просто торкатись до землі і радіти, що ти на ній стоїш, ти живий, ти цілий. І я просто посміхався, радів і обіймав льотчиків. Нас ждало огромное количество скорых, которые по очереди подъезжали к бортам, загружали раненых и увозили в госпиталь в Днепре. Это была целая вереница из машин скорой помощи, которые подъезжали прямо к борту, заезжали задом, открывали двери, были перегружены наши ребята, которых мы эвакуировали, и после этого доставлены в воєнний госпіталь в городі Дніпрі. Ми змогли зробити 7 успішних рейсів, і вже 7-й був досить таки серйозно ускладнений. І були готові робити ще, але після кожної вдалої операції росіяни все нарощували систему протиповітряної оборони, що зробило, врешті-решт, неможливим використання вертольотів для таких дій. Ця операція є абсолютно успішною, тому що всі 7 заходів доставили корисний вантаж в місто Маріуполь. Тобто всі рази вантаж був доставлений. Хочу поблагодарить, во-первых, то командование, кто на это согласился, на этот безумный план действия людей. Да? Генерал-майор Буданов. Огромное ему спасибо от имени всех ребят, летчиков наших. Они просто красавцы. Это тигры. Я могу сказать, что я и все остальные им жизнью обязаны. Они ради нас, ради Азова и гарнизона, кто там находился, они прилетели. Они сделали безумный шаг, они прилетели туда. И они вывели раненых. И спасибо тем парням, которые согласились также вместе с этими летчиками прилететь в помощь гарнизону, тем 30 с чем-то человек, которые высадились, там азовцы. Им тоже огромное спасибо, что это должно иметь мужество, наглость и характер. Одним з ключових пунктів правильного організації роботи під час бойових дій – це є єдність командування. Коли досягається єдність командування, коли все працює як єдиний організм, тоді війська є максимально ефективними. І вони можуть виконувати максимально ефективно свої задачі. Завдяки даним операціям майже на місяць вдалося подовжити існування угруповання в Маріуполі. Ми забезпечували і боєприпасами, забезпечували медикаментами, а також частково особовим складом. Крім того, кілька разів вдалося успішно евакуювати поранених та тіла, привезти їх назад. І це все дало нам змогу місяць цілий утримувати противника, який безуспішно штурмував наших захисників в Маріуполі. Тобто було вирішено, крім суто тактичних, ще й стратегічне завдання. Це уповільнення темпів наступу, який в той час, ви дуже добре маєте це пам'ятати, був досить високий у росіян. Вони зав'язли в місті Маріуполь. Чим це все закінчилося, в принципі, ви знаєте. Мы что там вернемся. Мариуполь наш был, есть и будет. Мы заберем обратно. Thank you.